Здравствуйте, друзья! Сегодня мы просим вашего участия для спасения вот этих бедолаг. Сейчас нужно их вытащить из ППЖ и найти передержку в Якутске до вылета, до самолета. Еще несколько лет назад, увидев лабрадора в вольере отлова или в ППЖ, мы бы не поверили своим глазам. Этих человечных, понимающих и добрых собак увидеть в таких условиях было что-то из ряда вон выходящее. Но спасая бездомных животных Якутска, это уже не кажется необычным, а стало нормой. Давайте вместе спасем еще одну невидную лабрадушу. Вот такое серое облачко попало в отлов якутского ППЖ. Ее сразу же кинули в вольер, молодую и беззащитную. У нее уже прокушена лапа и справа шея. Да, на данный момент из вольера ее пересадили на будку, потому что была попытка ее загрызть. Но это не решение вопроса. Давайте все вместе спасем эту несчастную малышку, пока ее там все-таки не загрызли. У него лапка раненая. Дрался, видимо. 2 марта 2024 года он пока жив. Вот такого молодого тойчика сдали в отлов ППЖ. Что в головах у людей, понять нереально. Как вы думаете, что там с ним будет? После домашней жизни его недохозяева сдали в ППЖ. Так небольшая домашняя собачка оказалась на грани жизни и смерти. Такие мелкаши не выживают в этом аду. Что должен чувствовать этот маленький пес, попав после дома в этот ад, где вокруг столько голодных, лающих собак и чужих, абсолютно безразличных к его судьбе людей? Давайте вместе спасем этого малыша и подарим ему шанс на счастливую жизнь. Боня – молодая девочка, подросток, которую мы забирали почти месяц. Было очень много противоречивой информации о ней. То она была агрессивная, то она бояка, то ее не могли достать, она пряталась. Но, наконец-то, нам удалось ее забрать. Рыжик, рыжик! Ох, какой рыжик шикарный! Шикарный рыжик! Руби мы увидели на видео в общем вольере. Он небольшой, гладкошерстный. И никак нельзя было пройти мимо и не забрать его, не дать ему шанс. Драдхар Антей. Как он оказался в ППЖ, мы не знаем. Может быть, его сдал хозяин, может быть, он был на самовыгуле и попал в отлов. Но это и не важно. Главное, что у него появился шанс стать любимым и домашним. Наш Драдхарчик. Вот он. Шумный, подвижный, как все легавые. Куда бежишь? Поскакайки. Наша девочка стрессует. Наша дочь стрессует. Лежит, ждет самолета. Мы готовы. Ждем самолета. Наш рыжик красивый ждет самолета. Готов. Зевает. Спать не даете, говорит, до 5 утра. 9 марта у нас прилетели еще 3 хвостика. Вылет был очень сложный и физически, и финансово. Пришлось очень быстро организовываться с документами, с передержками, так как пассажир нашелся буквально накануне вылета. Но мы справились с этой задачей. И наши малыши Боня, Руби и Антей уже в Москве. Боня, Бонечка, Боня, малышка, малышка. Руби, 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 Собакин такой, Рубик, малышка. И мой хороший, а ты мой хороший.
Боня, чтобы не усугублять ситуацию с ее состоянием, она явно в стрессе, мы побыстрее постарались ее отправить в Москву, и сейчас она на передержке с кинологом для того, чтобы ее социализировали и, соответственно, чтобы она наконец-таки начала доверять человеку. Хвостики, которые уже у нас находятся в Москве, ищут дом, но им по-прежнему нужна помощь на оплату передержек, на корм, на стерилизацию, кастрацию. И мы будем благодарны за любую комфортную для вас сумму благотворительности с указанием, кому именно вы хотите помочь. Также вы можете выбрать себе подопечного и помогать именно ему, или отправлять помощь просто нашим спасенышам, а мы уже будем распределять ее.